Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. В студии телеканала «Якутия-24» врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Мария Третьякова. И вместе с нашей гостьей сегодня мы поговорим о том, как происходит борьба с болезнями на уровне общества, что влияет на их распространение, и узнаем, какие задачи стоят перед современными эпидемиологами. Предлагаю погрузиться в увлекательный мир борьбы с инфекциями и узнать о том, как сохранить здоровье в постоянно меняющемся в мире. Мария Максимовна, первый вопрос, наверное, общий. Мы его всегда задаем нашим гостям. Он связан с тем, чем вообще в целом занимается врач-эпидемиолог. Врач-эпидемиолог – это специалист с высшим медицинским образованием, который окончил программу специалитета по медико-профилактическому делу и постдипломную подготовку в интернатуре или ординатуре по эпидемиологии. Врач-эпидемиолог прежде всего изначально готовился для службы в государственной госсанэпиднадзоре, то есть для Роспотребнадзора. Однако сейчас почти в каждой медицинской организации существует врач-эпидемиолог госпитальный. Мы занимаемся, первая основная главенствующая функция – это профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. И все остальные уже задачи исходят из нее. Мы оказываем методическую помощь, контрольно-надзорную в целях обеспечения санитарного благополучия среды для наших пациентов и для медицинского персонала. Какие методы, инструменты сейчас используются в современной эпидемиологии, с учетом того, что все-таки ваша больница достаточно крупная и в ней происходят постоянно разные потоковые движения пациентов, и есть инфекционное отделение. Понятно, что там без современных методов никуда не обойтись. Основной метод в эпидемиологии – это когортные исследования, то есть наблюдение за определенным кругом лиц, когортой. В нашем случае это все наши пациенты, которые обращаются к нам в медорганизацию за медицинской помощью. Не только в стационар, но и в поликлинику. Учитывая то, что наш стационар является многопрофильным, на 561 круглосуточную койку и 3 амбулатории, у нас постоянный риск заноса инфекций. Путем изучения когорты лиц мы определяем круг факторов, которые могут вызвать инфекционное заболевание. И, учитывая эти риски, разрабатываем комплекс мероприятий, чтобы это не произошло. Если же все-таки инфекционное заболевание занесено в нашу организацию, мы должны немедленно вмешаться в эпидпроцесс для того, чтобы не произошло очаговой заболеваемости и не заболели уже другие здоровые пациенты. А используете ли вы моделирование в своей работе? Например, предполагаем, что вот здесь будет такая-то инфекция, что необходимо сделать и какие риски, например? Сейчас у нас идет риск-ориентированный подход. То есть мы должны определить круг рисков, которые могут привести к инфекционному заболеванию. Получается, если мы будем подселять к одному пациенту, который лежит уже 10 дней, нового пациента, существует риск, что пациент, который лежит дольше, заболеет какой-нибудь инфекцией, которую может принести новый пациент. Разумеется, зная этот риск, мы не будем так поступать. И суть эпидемиологии в том, чтобы эти риски не допустить. Иногда бывает, как раз для понимания пациентов, что они говорят, я хочу там в такую-то палату, чтобы у меня были такие-то условия, а это невозможно именно по противоэпидемическим мероприятиям, для того, чтобы не было распространения инфекции внутри больницы. И под каждого уже палату не подготовишь. А какие вызовы сегодня стоят перед эпидемиологами? Все-таки у нас был ковид, достаточно такой долгий период, когда мы и адаптировались, и узнавали, и внедряли что-то новое. Сейчас какой есть риск? Кроме новых инфекций, такие как новая коронавирусная инфекция, у нас есть риски того, что есть риск возникновения и роста вакциноуправляемых инфекций, такие как, например, корь. Существует большая программа по всему миру элиминации кори, однако корь регистрировалась и в нашем городе, все пациенты лечились в нашей больнице. Кроме вакциноуправляемых инфекций, существует риск намеренного заноса инфекционных заболеваний в связи с тем, что у нас геополитическая ситуация достаточно напряженная по всему миру. Это могут быть и заносы холеры, натуральной оспы, которая ликвидирована, малярии. Кроме того, население очень активно путешествует, и за рубежом регистрируются инфекционные заболевания, не характерные для Российской Федерации. И мы тоже к этому постоянно должны быть готовы. А что делается для того, чтобы обеспечить профилактику заболеваний?
Ну, прежде всего, профилактика – это ответственность каждого из нас. Мы должны сами заботиться о своем здоровье и о здоровье своей семьи. По данным Всемирной организации здравоохранения, 60% приходится на образ жизни. То есть то, как вы питаетесь, вредные привычки и вообще как вы живете, от этого зависит и продолжительность вашей жизни, и качество вашей жизни. Профилактика – это ежегодные медицинские осмотры, это вакцинация согласно национальному календарю профилактических прививок. И существует еще у нас в республике республиканский календарь профилактических прививок для эндемичных районов. Вот сейчас как раз у нас идет сезон клещевого энцефалита. Люди начинают выезжать на пикники, часто они не вакцинируются с осени, и возникает риск присасывания клеща, что вызывает нейроинфекции. А вот междисциплинарное сотрудничество между врачами других специальностей эпидемиологов каким образом происходит? Очень важно, чтобы врач-эпидемиолог взаимодействовал со всеми клиницистами. Но тут важно понимать, что врач-эпидемиолог не общается с пациентами напрямую и не занимается лечением болезней. Мы контактируем с врачами-лечебниками, и очень важно, чтобы у вас была хорошая связка, такая триада. Это врач-эпидемиолог, врач-микробиолог и врач-клинический фармаколог. Так как все инфекции связаны с оказанием медицинской помощи, в чем их основная беда? В том, что это антибиотикорезистентность вырабатывается. Здесь без клинического бактериолога и фармаколога никак не обойтись. Мы работаем в связке. Ну а вот с учетом того, что у вас многопрофильная больница, и для каждого отделения все равно есть своя специфика. Да, там инфекционная, там пульмонологическая, ревматологическая. Перинатальный центр. Перинатальный центр особенно, да, где связано с... Да, и у нас есть 4 реанимации. Тут важно еще то, что есть общая реанимация, для нее характерна своя среда, детская реанимация, реанимация акушерства. И вот это изобилие нозологий, конечно, это довольно сложно, и мы должны всегда держать ухо востро. Для этого нам помогает, кстати, есть программа очень хорошая, называется AMR Cloud. То есть в толще 34 структурных подразделения мы можем узнать, в каком отделении какая характерна среда, какие анализы высеваются, какие локусы основные. То есть если в пульмонологии мы берем мокроту на бак-анализ, то, разумеется, это не нужно делать в перинатальном центре, там другие анализы. Это очень такой междисциплинарный большой подход. И вот что вот вы заметили, исходя из этих анализов? Какие-то изменения есть вот за последние годы? Может быть, сменился тренд в пользу одних возбудителей, наоборот, их стало больше, и антибиотикорезистентность к ним, наоборот, повышается из-за того, что часто люди постоянно любят заниматься самолечением? Или все остается как раньше? Нет, ежегодно все чаще и чаще мы замечаем антибиотикорезистентность. Причем это не только у людей пожилого возраста, которые посещают много медицинских организаций, это бывает и у детей. И, разумеется, это прежде всего связано с тем, что пациенты часто занимаются самолечением и необоснованным применением антибиотиков. Либо они принимают их не курсовым методом, то есть не допивают, ваши бактерии адаптируются к этому, и в следующий раз эти антибиотики уже работать не будут. А какие новые направления, новые технологии применяются в эпидемиологии за последние годы? В эпидемиологии, основная наша такая палочка-выручалочка – это бактериологическая лаборатория и современное оборудование. Сейчас у нас существует метод масс-спектрометрии, когда мы можем уже через 2 часа дать ответ клиницисту, идет рост какой-то бактерии или анализ чистый. После уже того, как мы идентифицировали возбудителя, мы можем уже проводить геномное секвенирование и узнать, отделить один золотистый стафилококк от другого. Возбудитель тот же самый или нет. То есть геномная структура, генная инженерия, это все очень сильно помогает в нашей работе. А какие сложности или вызовы, возможно, возникают перед эпидемиологами в современном этапе? Интерпретации данных? До ковидное время основной сложностью было то, что врач-эпидемиолог госпитальный воспринимался как врач-эпидемиолог службы. Это было такое негативное контрольно-надзорное лицо. Но годы пандемии нас всех очень сплотили,
И сейчас клиницисты обращаются к нам, мы вместе решаем проблемы. Первое и самое главное мы уже прошли, это такой коммуникативный аспект, а дальше сейчас уже работа идет довольно хорошо, продуктивно. Но вот а какая роль тогда эпидемиологов в проведении массовых мероприятий профилактических, например, вакцинация? Ключевая. Врач-эпидемиолог издает два очень важных документа. Это программа производственного контроля и программа противоэпидемических мероприятий на год. Для инфекционных заболеваний существует сезонность. И, например, вот на примере ОРВИ и гриппа. У нас сезон начинается с сентября по апрель, но готовиться к нему мы начинаем уже в августе. Начинается кампания по вакцинации. Мы должны вакцинировать 95% населения. И здесь тоже, что важно, вот эти 5% заложены на тех людей, которые вакцинацию пройти не могут. То есть вакцинироваться должны все, особенно лица из группы риска. Это пожилые, дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями. Ну и вот на примере вакцинальной кампании против гриппа, если мы привьем 95% населения, то эпидсезон до апреля месяца включительно пройдет достаточно спокойно. Так как у нас не достигаются часто эти прослойки популяционного иммунитета, у нас бывают и вспышки, накладываются и карантинные мероприятия чаще в образовательных учреждениях. В общем, эпидемиолог участвует во всех этих вакцинальных кампаниях. Вот по поводу вакцинации, ведь мы много слышим слов о том, что ой, зачем эта вакцинация, к чему она приведет, нам это не нужно. Вот вы как эпидемиолог, что можете сказать по поводу, почему она все-таки нужна? И как убедить людей, чтобы они ставили вакцину? Вакцинация, безусловно, крайне важна. Это многолетние исследования, и мы видим эффект от вакцинации. Частые летальные исходы от того же гриппа у невакцинированных людей. Разумеется, вакцинация не дает стопроцентной гарантии, это не волшебная пилюля, что вы вакцинировались и не заболеете. Вы заболеете, возможно, если вы на меня чихнете, конечно, я заражусь, но я это могу переболеть так, что я даже не замечу. У меня будет насморк, головная боль, и все. Не будет лихорадки 38 и выше, не будет ломоты, не будет осложнений, самое главное. Ни пневмонии, ни менингитов, энцефалитов. Вакцинация прежде всего направлена на предотвращение тяжелых последствий. И вакцинация — это не только вы защищаете себя, вы защищаете популяцию людей вокруг себя, то есть ваших бабушек, ваших дедушек. Возможно, у кого-то из ваших родственников есть аллергия на куриный белок. Но не могут они вакцинироваться. Зато вы будете уверены в том, что вы не принесете грипп домой и не заразите вот такого невакцинированного человека. А вообще, как сейчас ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом за последние годы? За последние годы, после ковида, уже все возвращается к своей сезонной динамической заболеваемости. То есть когда организованные коллективы организуются, то есть с сентября месяца, детские сады, школы, вузы, у нас идет закономерный рост. Плюс отопительный сезон, закрытые помещения, тепло, влажно. Маленькие помещения, конечно же, к Новому году у нас идет пик заболеваемости. А потом он немножко спадает, и вторая волна начинается у нас февраль-март. Вот так вот. А в чем есть особенность при ликвидации эпидемии гриппа ОРВИ, в отличие от других инфекционных заболеваний? Здесь тоже важно понимать, что грипп — это все-таки ОРВИ. Но принято его выделять в отдельную группу, так как он несет за собой тяжелые последствия. Профилактика гриппа и ОРВИ заключается прежде всего и в ликвидации очагов в том, что это воздушно-капельная инфекция, и она распространяется максимально быстро. Если другие, например, кишечные инфекции, где путь другой, фекально-оральный, какие-нибудь кожные заболевания, где путь контактный, риск заразиться меньше, то при воздушно-капельных инфекциях риск заразиться стремится к 100% в ограниченных помещениях. То есть вы можете зайти по пути на работу в автобус, вот вам риск, зайти в магазин, второй риск. Вы можете находиться в одном помещении в офисе с коллегой чихающим, третий риск.
И вот именно поэтому для воздушно-капельных инфекций крайне важно вакцинироваться и соблюдать стандартные меры гигиены, которые нас всех очень научил ковид. Это гигиена рук обязательно, потому что часто контактным способом мы себе почесали нос и принесли возбудитель. Это социальная дистанция, это ношение масок. Особенно крайне важно носить маски для людей, которые сами уже имеют симптомы. А вот есть концепция так называемых эпидемиологических войн. Вот вы как к ней относитесь вообще? Существует ли такая теория в принципе? Теория возможно ли это? существует. Отношусь я к ней крайне негативно. Это как-то антигуманно и даже, я бы сказала, подло. Потому что граждане мирные могут заболеть инфекцией, которые там, особо опасны той же инфекции. Просто из побуждений каких-то политических войн. Они достаточно запустить там холерный вибрион в водопровод, ну и все. Все мы будем болеть холерой. А это особо опасная инфекция. Ну, вот сейчас вот как раз о холере были новости, что то там в начале года, то там, то с Индии кто-то привез и так далее. Вот насколько риск того, что холера появится в Якутске этим летом, существует? У нас открылось авиасообщение с Индией. Сейчас летают, я знаю, насколько, через Китай. Но риск такой есть, потому что проводят различные ритуалы омовения. Люди, конечно же, перед поездкой осведомлены о том, что нужно пить бутилированную воду, купаться в каких-то очищенных водоемах, то есть в бассейнах, не купаться в реке Ганг. Но, тем не менее, риск того, что где-нибудь помоют какой-нибудь фрукт на рынке, и они его сразу съедят, остается высоким. И для этого имеется настороженность. Управление Роспотребнадзора как раз вот в апреле, 25 апреля, проводили масштабные учения с участием всех служб. Участвовал и аэропорт города Якутска, вот Роспотребнадзор, ФБУС, ну и наша больница, потому что мы являемся инфекционным стационаром города Якутска. Ну вот как врач-эпидемиолог, какие вы могли бы дать советы вообще в целом телезрителям, чтобы они себя поберегли в части своего здоровья и чтобы не было распространения массовой инфекции? Как врач-эпидемиолог, нашему населению я крайне рекомендую ежегодно проходить медицинские осмотры, потому что в веренице дел, работа, дом, там, детский сад, мы часто забываем о себе, мы часто игнорируем первые симптомы заболеваний, и в нашей стране функционируют очень хорошие национальные проекты. Диспансеризация, вы можете пройти вакцинацию бесплатно, согласно календарю. Нужно заниматься самообразованием, но обязательно из надежных источников, потому что 21 век, интернет, очень много информации, и часто там бывает не совсем достоверно. Мракобесие. Поэтому Министерство здравоохранения в каждом почти медицинском учреждении организовало отделы медицинской профилактики. Если трудно попасть, допустим, к врачу-терапевту, к врачу-педиатру, вы можете со своими вопросами подойти в отдел медицинской профилактики и задать их, и получить компетентный, правильный ответ по профилактике и инфекционных, и неинфекционных заболеваний. Ну а самое главное, мойте руки перед едой. После маску. туалета, после прихода на работу, домой. И тогда меньше риск будет возникновения инфекционных заболеваний. Да. Спасибо большое за то, что вы подошли к нам сегодня в студию. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была врач-эпидемиолог Якутской республиканской клинической больницы Мария Максимовна Третьякова. И мы вместе с ней говорили о том, как происходит борьба с болезнями на разных уровнях в медицинской организации, как проводить профилактику этих заболеваний. Ну а самое главное, чтобы вы, дорогие друзья, берегли свое здоровье, заботьтесь о нем в том числе и самостоятельно. Ведь никто за вас не помоет ваши руки, никто за вас не пройдет диспансеризацию или периодический медицинский осмотр. Это все в ваших руках, как мы говорим, ваше здоровье. На этом выпуск программы «Якутия в деталях. Мой доктор» подошел к концу. Благодарю за интересную и полезную беседу. Меня зовут Иван Луцкан. Смотрите нас по будням в 19:15. Рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях. Не болейте. До свидания.